Добрый вечер, 15 ноября, 992 день аннексии Крыма. Время новостей. Сегодня в выпуске. В Нью-Йорке говорили о нарушении прав в оккупированном Крыму. Обыски в домах, в мечетях, школах стали обычным явлением. В Киеве объявлена повышенная терористическая угроза. Перекриття вулиць буде здійснюватись кожного дня. Российского министра поймали на взятке. $2 миллионов США за выданную Минэкономразвития положительную оценку. В так называемом деле Чайгоза допросили 4 экс-милиционеров. На 40-м заседании оккупационного суда по делу заместителя председателя Меджлиса адвокат Николай Полозов объявил об отводе всей коллегии судей, однако отвод не удовлетворили. Среди сегодняшних так называемых свидетелей обвинения были Владимир Романцов, старшина батальона ППС, Данила Куприенко, начальник уголовного розыска Ялты, Айдер Асанов, ранее украинский милиционер, и Николай Яцко, пенсионер МВД Украины. По словам Полозова, ни один из так называемых свидетелей не дал существенных показаний. Суд фактически взял на себя полномочия государственного обвинителя. Защитой было заявлено возражение на действия председательствующего, а после этого был заявлен отвод всей коллегии судей, которая отказалась отводиться. 22 человека пропали без вести, еще 19 находятся в тюрьмах в оккупированном Крыму. Об этом заявил уполномоченный президента по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев в Нью-Йорке во время заседания Комитета Генассамблеи ООН. На ней, в частности, рассмотрят проект резолюции о нарушении прав человека на аннексированном полуострове. Утверждение оккупационных властей, что к похищениям и убийствам они никакого отношения не имеют, что это, возможно, какие-то криминальные группы, абсолютная ложь. У нас есть неопровержимые доказательства того, что это проводится Федеральной службой безопасности России. Обыски в домах, в мечетях, школах стали обычным явлением. На сегодняшний день уже более 350 обысков. Гаагский трибунал приравнял аннексию Крыма к войне. Международный уголовный суд считает ситуацию в аннексированном Крыму тождественной международному вооруженному конфликту между Украиной и Россией. В ежегодном отчете предварительного расследования прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда написала: согласно поступившим сведениям, ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией. Данный международный вооруженный конфликт начался не позднее 26 февраля, когда Российская Федерация задействовала личный состав своих вооруженных сил для получения контроля над частями территории Украины без согласия правительства Украины. Для целей Римского статута вооруженный конфликт может быть международным по своей сути, если одно или более государств частично или полностью оккупирует территорию другого государства, вне зависимости от того, сопровождается ли оккупация вооруженным сопротивлением. Канцелярия прокурора Международного уголовного суда также имеет информацию о притеснении крымских татар на полуострове, насильственном перемещении 179 арестованных лиц на территорию России, принудительной мобилизации на военную службу жителей Крыма. В следующем году Международный уголовный суд продолжит собирать доказательства российской агрессии в Крыму, указывающие на признаки вооруженного конфликта. США ввели санкции против 6 крымских депутатов, которые прошли в так называемую Госдуму России. Все активы Константина Бахарева, Андрея Козенко, Светланы Савченко, Руслана Бальбека, Павла Шперова и Дмитрия Белика, находящиеся под юрисдикцией США, заморожены. Их признали причастными к действиям, направленным на подрыв демократических процессов в Украине и действиям, создающим угрозу суверенитету, безопасности и территориальной целостности страны. В России арестовали федерального министра экономического развития. Алексей Улюкаев задержан в ФСБ накануне поздно вечером за взятку в $2 миллиона. Агентство «Интерфакс» утверждает, что чиновника поймали на горячем во время следственного эксперимента. Однако журналисты «Новой газеты» это опровергли. Источники «Новой газеты» утверждают, $2 миллиона положили в банковскую ячейку. Сам министр деньги не брал. Однако, по данным источников, есть доказательства, что Улюкаев присвоил взятку.
Обстоятельства преступления связаны с получением занимающим государственную должность Российской Федерации Алексеем Улюкаевым 14 ноября $2 миллионов США за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую компании «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций «Башнефти» в размере 50%. Центр Киева будет перекрыт, пока сохраняется угроза терактов. Полиция и Нацгвардия со вчерашнего дня приведены в усиленный режим. По информации СБУ, Кремль готовит провокации во время массовых митингов. На улицах украинской столицы установлены металлоискатели, работают кинологи и взрывотехники. Полиция проверяет документы и личные вещи. Акции протеста будут продолжаться несколько дней, говорят организаторы. В них заявлено участие нескольких сотен митингующих. Основное требование – досрочно парламентські вибори. Перекриття вулиць буде здійснюватись кожного дня окремо, вирішувати це питання при необхідності, в залежності від кількості людей, які будуть під'їжджати і брати участь в цьому. Нацполиция задержала 30 участников митинга возле Нацбанка Украины. Причина – распитие спиртных напитков по дороге от Европейской площади до здания Генпрокуратуры Украины. Глава Нацбанка Валерия Гонтарева убеждена, акции протеста организованы владельцами обанкротившихся банков. Протестами они хотят дестабилизировать ситуацию в стране и лоббировать собственные интересы. Популістські гасла вигідні для власників збанкрутілих банків. Їм Національний банк завадив проводити схемні операції, виводити кошти з банків, продовжувати кредитувати депозитами вкладників виключно свій бізнес і при цьому не повертати гроші. За деньгами через суд крымчанка Алена Лунева, переехавшая на материк, судится с коммерческим банком, в котором не смогла получить денежный перевод. Прежде чем отдать деньги клиентке, которую банк обслуживает более 2 лет, у нее требовали 19 справок, подтверждающих то, что она живет в Киеве. Чем закончился их спор, Алена рассказала нашим журналистам. Меня зовут Алена Лунева, и я из Симферополя. Я выехала из Крыма в апреле 2014 года, и, в общем-то, в том же месяце я открыла счет в банке, Укрсиббанке, и все эти 2,5 года я была их постоянным клиентом. На прошлой неделе мне позвонил менеджер банка и сообщила, что мы карточный валютный счет пополним, но деньги эти на мой счет не зачислятся, пока я не принесу 2 из списка 19 документов. В этом списке были документы, например, с Укрпочты. Я должна была бы предоставить документы из спортзала, или из ЖЭКа, или из садика, куда ходит мой ребенок, о том, что я его туда сопровождаю. Подтверждение того, что я живу в Киеве. Я объясняла им, что я постоянный клиент их банка, и они могут по транзакциям отследить, что я живу здесь. На следующий день я пошла в банк и встретилась с начальником отделения, которая сказала, что такова политика банка, и без предоставления каких-то документов деньги они мне не отдадут. И в тот же день эти деньги вернулись обратно отправителю. Это достаточно большая сумма денег, я их, конечно, получу, но для этого мне придется еще ждать, например, полгода, может быть, больше. Честно говоря, я подожду еще один ответ, я написала им запрос, чтобы они предоставили нормативный документ, на основании которого утвержден список 19 документов этих, и кто их утвердил. И когда получу ответ, что, наверное, ничем он не утвержден, я обращусь в суд. Я считаю, что эти действия – это дискриминирующие действия, потому что касаются они только переселенцев. В России снимают пропагандистский фильм о Киевском Майдане. Съемки проходят в Подмосковье на танковом полигоне Кубинка. Участник массовки выложил в интернет фото и небольшое видео. Под Москвой появился Крещатик, вход на стадион «Динамо» и другие объекты революции достоинства. Массовка изображает активистов. Их одели в форму ВСУ, Беркута, правого сектора и батальона «Азов». Автор фото пишет, россияне решили переписать историю революции достоинства, а украинцев выставить кровожадными убийцами. Фронтовой альбом – это образ и боль войны нашей Родины. В Киеве презентовали книгу фотокорреспондента Александра Клименко. Она рассказывает о войне на востоке Украины, которая продолжается уже 3-й год. Снимать войну Клименко начал в 90-х, когда с украинскими миротворцами ездил в горячие точки. А с началом украинско-российской войны отправился на Донбасс. В книге на фотографиях изображены следы российской агрессии. Каждая сопровождается текстами автора. Цільова аудиторія – народ України. Книга про війну. Книга – це мій погляд на війну. Книга
образи біль війни, які я хотів передати. Я хотів зберегти це для історії, для того, щоб через кілька років, може, війна закінчиться, а книга залишиться, історія залишиться, і ми про це будемо згадувати. Якщо подивитися в якомусь такому всесвітньому вимірі, це взагалі якась секунда. Але це та секунда, від якої залежить, якби це не пафосно звучало, але від цього залежить доля України як держави. І тому дуже важливо фіксувати все те, що відбувається. Ось такі книги дуже важливо, як наша відповідь тій інформаційній війні, яка зараз відбувається. На этом пока все. Хорошего вечера. Оставайтесь с нами.